Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Вице-премьеры Российской Федерации, являющиеся кураторами национальных проектов, смогут оперативно вносить в них ряд изменений, не касающиеся итоговых целей и показателей. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Кураторы смогут перераспределять финансовое обеспечение между результатами федеральных проектов, планируемых по годам. Кроме того, проектные комитеты, возглавляемые кураторами нацпроектов, получат возможность самостоятельно перераспределять деньги между федеральными проектами, входящими в один нацпроект. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка. Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах. При любой сумме покупки снять можно до 5000 рублей. В среднем россияне снимают по 1300 рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка, платежных систем Visa и MasterCard. Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры. В стране больше нет специализированного масштабного промысла одной из самых популярных видов рыбы, которые еще 5 лет назад добывали более 100 тысяч тонн. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, на июль этого года вылов снизился с более 1800 тонн до 700 тонн. Это критические показатели. В то же время промысел сайры наращивают японские, китайские и тайваньские рыбаки. Большинство российских рыбоперерабатывающих заводов для выпуска легендарных консервов покупает сайру в Китае и Японии, а переработчики европейской части страны целиком живут на этом импортном сырье. Выручка компании «Алроса» по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2019 года снизилась на 29% годовых, до 89 миллиардов рублей. Как заявили в компании, это обусловлено общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Избыточный объем стоков, образовавшийся в гранильном секторе в период высокого спроса и больших ожиданий в прошлом году, сложности с финансированием, с которым столкнулись индийские огранщики, кризис торговых отношениях между США и Китаем, двумя крупнейшими рынками потребления ювелирных украшений с бриллиантами, и уход ювелирных брендов в онлайн, а также следствие отсутствия у них необходимости держать в ритейле значительные стоки готовой продукции. Вместе с тем, эксперты отмечают, что снижение алмазодобывающими компаниями объемов реализуемой продукции наряду с другими мерами, предпринимаемыми крупными игроками, способствует постепенному повышению сбалансированности рынка и стабилизации продаж. Компания «Сахатранснефтегаз» признала Росбанк и Сбербанк победителями двумя аукционов на привлечение кредитов на общую сумму 550 миллионов рублей. На первом аукционе предполагалось выбрать кредитную организацию для открытия невозобновляемой кредитной линии с лимитом 300 миллионов рублей сроком на 1,5 года. Начальная цена контракта была установлена в размере 42 миллионов 750 тысяч рублей. На втором аукционе компания на 1 год привлекала овердрафт на 250 миллионов рублей. Все средства будут направлены на финансирование текущей деятельности, в том числе приобретение основных средств. Как сообщалось в мае, «Сахатранснефтегаз» привлек в ВТБ невозобновляемую кредитную линию с лимитом 400 миллионов рублей. Отмечу, что «Сахатранснефтегаз» создана в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средневилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска. Также ведет добычу на Среднетюнгском и Отрадненском газовых месторождениях. Владельцем компании является Министерство имущественных и земельных отношений Якутии. Компания «Мечел» подписала контракт на поставку коксующего угля с китайским сталелитейным холдингом Jiangsu Sha Steel Group. Новый контракт будет действовать с сентября этого года по август следующего. В течение этого времени в адрес китайской компании отгрузят до 720 тысяч тонн премиального коксующегося угля, произведенного Якутуглем. Поставка будет осуществляться преимущественно через входящий в группу торговый порт Пассиет. Цена на уголь будет устанавливаться в соответствии с мировыми рыночными тенденциями. Это были новости экономики. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.